Обзор главных событий дня вашему вниманию представляет информационная программа «Новости» в студии Насиба Гулямова. Добрый вечер. Сегодня во Дворце нации основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон принял министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу и заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрия Козака, находящихся в Таджикистане, для участия в сессии Совета Безопасности, Договора о коллективной безопасности и в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества. На встрече был обсужден широкий комплекс вопросов стратегического партнерства между Таджикистаном и Россией. Стороны обсудили вопросы региональной и международной повестки дня, в том числе это предстоящие саммиты высокого уровня ОДКБ и ШОС в столице Таджикистана, городе Душанбе. На встрече особое внимание было уделено всем важным аспектам сотрудничества, в том числе это военная и военно-техническая сферы. В ходе беседы особое внимание было уделено текущей военно-политической ситуации в Афганистане. В то же время состоялся обмен мнениями по ситуации на границе Таджикистана и Афганистана, и было названо необходимым продолжить контакты на самых различных уровнях для предотвращения угроз и опасности, а также для усиления охраны границы. Сегодня президент Республики Беларусь Александр Лукашенко прибыл в Таджикистан для участия на заседании Совета коллективной безопасности, Организации договора о коллективной безопасности и заседании Совета глав государств, членов Шанхайской организации сотрудничества. В международном аэропорту Душанбе высокочтимого гостя, президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, встречал премьер-министр Республики Таджикистан Кохир Расулзода и другие официальные лица. Сегодня президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прибыл в Таджикистан для участия в сессии Совета коллективной безопасности, Организации договора о коллективной безопасности и заседаний Совета глав государств, членов Шанхайской организации сотрудничества. В международном аэропорту Душанбе высокочтимого гостя президента Республики Казахстан Касыма-Жомарта Токаева встречал премьер-министр Республики Таджикистан Кохир Расулзода и другие официальные лица. И сегодня же основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, встретился с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, прибывшим в Таджикистан, для участия в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ и Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества. На встрече были рассмотрены вопросы развития и расширения стратегического партнерства между двумя странами, а также вопросы региональных и глобальных проблем. Глава государства Эмомали Рахмон приветствовал президента Республики Казахстан в Таджикистане и выразил удовлетворение уровнем развития двухсторонних отношений между Таджикистаном и Казахстаном во всех аспектах. Сегодня генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов прибыл в Таджикистан для участия в работе заседания Совета глав государств, членов Шанхайской организации сотрудничества. В международном аэропорту Душанбе высокочтимого гостя встречали представители Министерства иностранных дел Республики Таджикистан и другие официальные лица. Сегодня в городе Душанбе под председательством таджикской стороны состоялось совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей Советов безопасности государств-членов Организации договора о коллективной безопасности. В Душанбе состоялось совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей Советов безопасности государств-членов Организации договора о коллективной безопасности. В соответствии с повесткой дня совместного заседания высокопоставленные представители государств-членов ОДКБ обменялись мнениями о военно-политической обстановке в Центральноазиатском, Восточноевропейском и Кавказском регионах коллективной безопасности ОДКБ и деятельности организации в межсессионный период. Была заслушана информация генерального
генерального секретаря Станислава Зася о ходе подготовки проекта целевой межгосударственной программы УДКБ по укреплению участков таджикско-афганской границы и министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна о приоритетных направлениях деятельности в период председательства в Организации Республики Армения. Главы делегации согласовали в целом проект декларации Совета коллективной безопасности УДКБ и приняли ряд заявлений, в частности, совместное заявление государств-членов УДКБ о положении в Афганистане, заявление министров иностранных дел о координации совместных усилий в сфере информационной безопасности и борьбы с кибертерроризмом, о коллективных усилиях по урегулированию кризисных ситуаций на Ближнем Востоке и в Северной Африке и совместное заявление министров иностранных дел о подтверждении приверженности принципам Устава ООН и укреплении сотрудничества по обеспечению их неукоснительного соблюдения. По итогам совместного заседания было принято около 20 решений, направленных на расширение взаимодействия государств-членов УДКБ по вопросам биологической безопасности и совершенствованию системы совместной подготовки военных кадров для вооруженных сил. Было также принято за основу решения Совета коллективной безопасности о специальном представителе генерального секретаря УДКБ по вопросам миротворчества. В ходе заседания была дана высокая оценка последовательному выполнению Таджикистаном функции председателя на основе принципов равноправия, преемственности, взаимопонимания и уважения мнения каждого государства-члена УДКБ. Учитывая, что председательство УДКБ в 2021-2022 году переходит к Республике Армения, армянская сторона проинформировала о приоритетах страны на период председательства в организации. Следующие очередные заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны, Комитета секретарей Советов безопасности УДКБ пройдут в первом полугодии 2022 года в Республике Армения. По этому поводу принято отдельное протокольное решение. По завершении совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей Советов безопасности государств-членов Организации договора о коллективной безопасности генеральный секретарь УДКБ выступил с заявлением для прессы. Все внимание мирового сообщества и зарубежных средств массовой информации приковано к столице Таджикистана, городу Душанбе, где под председательством таджикской стороны пройдут заседания Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности и юбилейный саммит глав государств, членов Шанхайской организации сотрудничества. Среди государств-членов ШОС, наряду с вопросами стабильности и безопасности в регионе, экономика является важным сектором для плодотворного взаимодействия. Расширяется и укрепляется взаимосвязанность стран ШОС. Высокими темпами идет строительство автомобильных и железных дорог, мостов и транспортных переходов. На пространстве ШОС широко используются транзитные возможности государств, членов организации. Создание транспортно-логистической инфраструктуры в масштабах пространства ШОС является важным для всех стран организации. Так, строительство железных и автомобильных дорог в странах Центральной Азии соединяет регион с государствами Ближнего Востока и Европы и способствует росту взаимной торговли, созданию благоприятных условий для международных автомобильных перевозок. Девиз председательства Таджикистана в ШОС «20 лет ШОС. Сотрудничество во имя стабильности и процветания». В ходе юбилейного саммита будут обсуждены основные итоги деятельности ШОС за 20 лет, состояние и перспективы многостороннего взаимодействия в рамках организации. Главы государств проведут обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам регионального и международного сотрудничества. Столица Таджикистана, город Душанбе, на высоком организационном уровне готова принять многочисленных зарубежных гостей, участников юбилейного саммита глав государств, членов ШОС и представителей средств массовой информации. В Национальной библиотеке Таджикистана созданы все условия для отечественных и зарубежных СМИ для освещения заседания Совета глав государств, членов Шанхайской организации сотрудничества. Так, с целью качественного освещения мероприятий в Национальной библиотеке Таджикистана создан пресс-центр. Здесь имеется 300 компьютеров, подключенных к скоростному интернету, международные телефоны и мониторы, которые будут транслировать в прямом эфире ход заседаний. Для освещения мероприятий наряду с отечественными представителями СМИ в Таджикистан прибудут зарубежные журналисты. Город Душанбе в праздничном убранстве. Цветочные аллеи, скверы, парки, культуры и отдыха благоухают и утопают в цветах, придавая городу особое великолепие и красоту. Следует отметить, что благодаря усилиям исполнительного органа государственной власти города Душанбе
усовершенствована инфраструктура столицы, улицы и проспекты, новые высотные здания и социально-культурные объекты стали достойным украшением поистине удивительно красивого Душанбе. Уважаемые телезрители, таковы главные новости к этому часу. Я благодарю вас за внимание. Будьте здоровы и не переключайтесь.